Уважаемые коллеги, по результатам регистрации хочу огласить наши данные, сколько нас сегодня на пленарном заседании. Заочно принимают участие 47 членов общественной палаты, 1 член палаты по доверенности передал свой голос и 4 по ВКС. Всего из 66 членов общественной палаты принимает в работе пленарного заседания 52 члена общественной палаты. Очень хороший кворум у нас. Уважаемые коллеги, давайте продолжим наше пленарное заседание. Ну и, разумеется, по первому вопросу доклад о той работе, которую провела Общественная палата Республики Саха-Якутия с мая 2024 по май 2025 года, представит вам председатель Общественной палаты нашей республики, наш лидер Станислав Семенович Иванов. Пожалуйста. Прошел ровно год с того момента, когда пятый состав Общественной палаты провел первое пленарное заседание 21 мая 2024 года. И сегодня мы постараемся подвести небольшие итоги того, что сделано за год. Как вы помните, в работе первого пленарного заседания принимал участие глава республики Саха-Якутия Арсений Сергеевич Николаев, который в своем выступлении подчеркнул значительный вклад в развитие институтов гражданского общества 4-го состава Общественной палаты республики, деятельность которого выпала на очень сложное время. Это и пандемия коронавируса, и масштабные лесные пожары, и паводки в Заполярье, начало специальной военной операции и затем мобилизации. Несмотря на это, общественники оказали неоценимую помощь республике. И что немаловажно, за время работы 4-го состава прошли выборы различного уровня. Вы все это очень хорошо помните. Это выборы 9 глав улусов, выборы депутатов районных советов, Государственного собрания Илтумен, выборы главы республики и, конечно же, выборы президента Российской Федерации. На той встрече с новым 5-м составом палаты Арсений Сергеевич особо подчеркнул важность обсуждения общественниками вопросов патриотического воспитания, вопросов здравоохранения, развития Арктики. В своем выступлении он обратился ко всем нам. Надеюсь, что члены Общественной палаты эффективно выполнят свои обязанности и внесут значительный вклад в благополучие Якутии. Уверен, у вас это все получится. Уважаемые участники пленарного заседания, главной целью Общественной палаты является осуществление общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральным законом отдельные публичные полномочия. Задачами общественных палат, согласно федеральному закону, являются содействие развитию институтов гражданского общества, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, содействие предупреждению развития социальных конфликтов, формирование развития гражданского правосознания и другие. В соответствии с целью и задачами на первом пленарном заседании была полностью сформирована структура палаты. Избран председатель, его заместители, сформированы 14 профильных комиссий по направлениям и совет палаты из 21 человека, а также экспертный совет, в состав которого вошли 58 человек, а также образованы рабочие межкомиссионные группы. За прошедший год комиссиями проведены круглые столы, общественные слушания, форумы, конференции, рабочие совещания. Их проведено более 150 за год. Учитывая, что 2024 год был объявлен президентом Владимиром Путиным годом семьи, а главой республики Арсением Николаевым годом детства, значительное внимание было уделено обсуждению положения современной семьи и детей, а также реализации демографической политики. В этом контексте хочу отметить активную общественную работу комиссии по социальной политике, демографии, защиты семьи и детства. Возглавляемая Леной Павловной Ефремовой, комиссия инициировала и провела ряд мероприятий, которые вызвали большой интерес. Среди них межведомственная командная работа семьи в ситуации репродуктивного выбора.
Круглые столы, летний отдых детей, качество безопасности, на котором выработаны рекомендации по обеспечению мер безопасности при использовании электросамокатов, обсуждение стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержка многодетности в Российской Федерации до 1936 года и переход, конечно же, от года семьи Российской Федерации к национальному проекту «Семья». Недавно продолжилась работа по теме электросамокатов в Государственном собрании Илтумен, и я думаю, что эта тема очень многих волнует на сегодняшний момент, да? И я надеюсь, что эта комиссия продолжит дальше на площадке и Государственного собрания отрабатывать этот вопрос. С января 2025 года началась реализация национального проекта «Семья», объединяющая действующие меры и направления государственной поддержки, которые способствуют развитию семейно-демографической политики. В начале апреля комиссия организовала круглый стол на тему корпоративной программы поддержки семьи. А уже 12 мая состоялось обсуждение и презентация проекта ИЕФКУД «Здоровое материнство. 7 шагов к здоровью матери и ребенка», который направлен на формирование духовно-нравственных основ и укреплению репродуктивного здоровья девушек и женщин. Несмотря на то, что идет увеличение количества населения, но тем не менее для общественности вызывает тревогу общероссийская тенденция к отложенному материнству и снижение показателей первых рождений. 25-й год особенный для нас, для всех. В этом году мы отметили 80-летие Великой Победы. В России 25-й год был объявлен годом защитника Отечества, в Республике Саха-Якутия годом защитника Родины. Общественная палата посвятила этой важной дате ряд мероприятий. В центре внимания Общественной палаты в данном направлении находятся вопросы патриотизма. И комиссия по вопросам патриотического воспитания, добровольческого движения, молодежной политики, которую возглавляет Василина Павловна Лукина, был проведен ряд мероприятий. Среди них круглый стол на тему пути развития молодежной поисковой деятельности, на котором обсуждались необходимость создания молодежного центра «Патриот», который будет координировать работу по патриотическому воспитанию молодежи в республике. Поскольку вы знаете, что организации, которые занимаются патриотическим воспитанием в республике, более 30. И вот мы надеемся, что «Патриот» сможет объединить усилия всех заинтересованных инстанций. Состоялось расширенное заседание на тему «Актуальные вопросы военно-патриотического воспитания детей и молодежи в современных условиях», а также проблемная дискуссия о лучших практиках работы молодежных центров в муниципалитетах, механизмы их открытия и функционирования. Члены Общественной палаты также проводили встречи в трудовых коллективах. Так, в сентябре в Государственном комитете Республики по занятости населения прошла лекция на тему «Комитет семьи воинов Отечества и патриотизм». Гостем, лектором данного мероприятия явился руководитель Якутского комитета семьи воинов Отечества, член Общественной палаты Республики Марина Бахилина, которая в настоящий момент не присутствует на нашем заседании, но мы все с вами знаем, что она находится сейчас, в данное время, в зоне СВО, оказывают свою волонтерскую деятельность. В сентябре прошлого года в Общественной палате открылась фотовыставка «Готов к победам», рассказывающая о деятельности Комитета родителей солдат и матросов республики, которая в последующем успела побывать в ряде образовательных учреждений Якутии, где председатель комитета, член Общественной палаты Мария Емельянова встретилась со школьниками и студентами. В рамках подготовки к важной дате, 80-летию Победы, в ноябре члены палаты приняли активное участие в антифашистском форуме. Я думаю, что многие, сидящие в этом зале, принимали в нем тоже активное участие и смогли выразить нашу общую точку относительно отношений всех нас к фашизму, который, к сожалению, имеет место быть. Кроме того, был организован конкурс детских рисунков, встречи с детьми, войны, проведены совещания подготовки к 80-летию Великой Победы, медико-социальное обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны и большое количество мероприятий, круглых столов, которые были посвящены данной теме. Международный день семьи в Госфонде защитника Отечества по инициативе председателя Союза семей «Память воинов СВО»
члена Общественной палаты Жанны Грековой открылась выставка фотографий семей погибших на СВО бойцов. 80-летию Великой Победы посвящен проект Общественной палаты «Живое наследие Якутии». Его цель – создание карты локальных социокультурных брендов, памятников Великой Отечественной войны в поселениях Якутии как фактор развития человеческого капитала и локальной экономики территорий. Хотел бы отметить работу, касающуюся специальной военной операции комиссии по вопросам ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей, взаимодействию с ОМК, руководителем которой является председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Алексей Иванович Александров. Комиссия провела 13 мероприятий с обсуждением вопросов финансирования муниципальных образований для организации помощи семьям участников специальной военной операции, ну и относительно сбора гуманитарной помощи. В сентябре члены комиссии выехали в город Владивосток, где прошел окружной форум Комитета семей воинов Отечества Дальневосточного федерального округа. В работе этого форума приняли член Общественной палаты Якутии, член Общественной палаты России Наталья Кашперская, руководитель Республиканского штаба Комитета семей воинов Отечества Марина Пахилина, директор НКО «Свои» Алекминск Константин Анисимов и предприниматель Надежда Львова. Все мы знаем, что одним из активно обсуждаемых вопросов за прошедшее время стало обсуждение законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Для многих это был очень и остается до сих пор очень животрепещущий сложный вопрос. Комиссия по вопросам территориального развития и местного самоуправления, которой руководит Кистенев Анатолий Ефимович, провела достаточно серьезную работу по организации широкого обсуждения данного вопроса. Двухуровневая система местного самоуправления представляет собой два уровня власти. Первый – это городские и сельские поселения в составе муниципальных районов, а второй – это непосредственно муниципальные районы, объединяющие городские и сельские поселения. В случае с Якутией, учитывая нашу огромную обширную территорию, двухуровневая система позволяет людям на местах самим принять решение, какой им выбрать вектор развития, на какие проблемы обратить внимание и что необходимо делать для улучшения жизни людей. По итогам общественных слушаний и поступивших в Общественную палату Якутии предложений, наши предложения были сформированы и направлены в Общественную палату Российской Федерации. Ну и вы все знаете, что закон данный вступает в силу уже с 19 июня 2025 года. Вопросы строительства транспортного комплекса и ЖКХ – это один из важных вопросов у нас в республике. Комиссию, работающую по этому направлению, возглавляет Светлана Алексеевна Лукьянова. Светлана Алексеевна инсценирована встреча с главой города Якутска Евгением Григорьевым и его заместителями. Был поднят ряд серьезных вопросов: обсуждение мастер-плана города Якутска, снос деревянного ветхого жилья, изношенность инженерных систем на квартирных домах, засыпка прибрежных территорий городских озер Сергеляхского, Хатынурянского, Белого и выдача земельных участков участникам СВО. Резонансный вопрос касался многочисленных проблем большой категории населения, имеющих свои дачные приусадебные участки, поскольку были большие сложности с земельным вопросом, с двойными участками, которые требуют детальной проработки и уточнения их кадастровых номеров. Другой серьезный блок, волнующий жителей республики, относится к вопросам природопользования и экологии. Председатель комиссии Михаил Михайлович Чуросов совместно с Министерством экологии и природопользования, Управлением Росприроднадзора, МЧС республики и комиссия провела рабочее совещание по вопросам слабой переработки и утилизации отходов производства и потребления, истощения почв и относительно несанкционированных свалок. Проведены общественные слушания по резонансному делу о трагической гибели девочки Виктории Кашуба, ставшей жертвой нападения бродячих собак. Вы помните, на площадке Общественной палаты мы заслушивали этот вопрос. Больно было слышать подробности страшного происшествия. Мы подключали город Чульман и также администрацию города Нерюнгри. Гневное выступление профессора, доктора социологических наук Ульяны Винокуровой было процитировано многими федеральными
каналами и СМИ, вызвав крайне отрицательную реакцию у сообщества зоозащитников. По итогам общественных слушаний принято обращение Общественной палаты ко всем жителям республики по этому вопросу. Ольга Викторовна Татарина возглавляет работу комиссии по здравоохранению, физической культуре, спорту, здоровому образу жизни. В комиссии поднимались вопросы, касающиеся улучшения жизни жителей республики. Проведено расширенное заседание реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе с целью создания типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Состоялся круглый стол на тему психологическое здоровье, психологическое благополучие семей с детьми с участием заместителя председателя Государственного собрания Илтумена Александра Григорьевича Подголова, подчеркнувшего важность принятия соответствующего закона. Продолжение темы состоялось в начале апреля текущего года на круглом столе, посвященном вопросам психического здоровья и психосоциальной реабилитации в республике, с очным участием директора Союза охраны психического здоровья, непосредственно клинического психолога Екатерины Витальевны Мальцевой. Комиссия также принимала участие в выездной проверке медико-психологических кабинетов консультирования города Якутска по заданию Общественной палаты Российской Федерации. Важные вопросы развития села, сельского хозяйства обсуждались в комиссии по развитию сельских территорий и агропромышленного комплекса. Эту комиссию у нас возглавляет Сюльский Сергей Августович. Члены комиссии приняли участие в работе круглого стола «Подготовка кадров для агропромышленного комплекса» на площадке онлайн Общественной палаты Российской Федерации, на котором был обсужден вопрос качества подготовки кадров для сельского хозяйства в условиях Крайнего Севера. И, конечно же, большой резонанс вызвала встреча с руководством ПАО «Ростелеком» по острым вопросам отсутствия или слабой связи и интернета для Крайнего Севера. Поскольку вы сами знаете, бывали, наверное, сами общаетесь, что связь там очень и очень слабая. Год назад вышел указ главы Республики Саха-Якутия о создании не менее 15 территорий развития местного производства в агропромышленном комплексе для обеспечения внутреннего рынка местными товарами и услугами. Председателем комиссии Сергеем Августовичем неоднократно поднимались эти вопросы на различных площадках с предложением разместить половину из этих территорий как раз же в зоне Заполярья. Комиссия по делам Арктики и вопросам коренных малочисленных народов Севера, которую руководит Наталья Николаевна Пахомова, обсуждали актуальную повестку по защите прав коренных малочисленных народов Севера, приоритетные вопросы государственной национальной политики в отношении данных лиц, проблему учета и, конечно же, вопросы рыбалки, охоты, которые для многих являются очень и очень животрепещущими. Ну и невозможно здесь же сказать, что эта комиссия обсуждала, конечно же, духовную, материальную культуру коренных малочисленных народов Севера, публикацию книг на языках коренных малочисленных народов, ну и вклад педагогических династий в образование коренных малочисленных народов Севера. Комиссия по вопросам науки и образования, в которой председательствует Юрий Иванович Семенов, активно использовала различные формы работы, включая круглые столы, обсуждения, открытые разговоры. В рамках своей деятельности прошли различные мероприятия о системе профилактической работы, о развитии образования Республики Саха-Якутия, относительно добровольцев общего дела, развитие дошкольного образования, организации питания и медицинской помощи в образовательных организациях и многие другие. А в апреле состоялся открытый разговор на тему развития инклюзивного образования в Якутии, в котором принимали участие специалисты из Института коррекционной педагогики Министерства просвещения Российской Федерации. Комиссия по вопросам культуры и искусства, СМИ и межнациональным межрелигиозным отношениям и духовного наследия под председательством Анастасии Ивановны Самсоновой активно участвовала в работе антифашистского форума, постоянной комиссии по вопросам религиозных объединений, Совета по вопросам государственной национальной политики при главе Республики Саха-Якутия.
Комиссия по вопросам безопасности взаимодействует с общественной наблюдательной комиссией, председателем которой является Георгий Эдуардович Глебов, проводила заседание с участием экспертов для обсуждения актуальных вопросов. Один из этих вопросов был вопросы транспортной доступности и перспективы развития транспортного комплекса в городе Якутске, когда будет построен Ленский мост. Каким образом будут работать транспортные службы, обеспечивающие порядок и безопасность. Еще одним из направлений работы палаты является общественный контроль за реализацией национальных проектов. Координационный совет Общественной палаты Республики по национальным проектам и народосбережению возглавляет заместитель председателя Общественной палаты Валентина Ивановна Кириллина. Работа совета ведется в рамках утвержденного плана на 2025 год. Заместитель председателя Общественной палаты Гульжана Аганерова и члены палаты Вячеслав Литавин, Владислав Окороков выезжали в село Бердигисяк Горного Улуса. Общественники провели реализацию национального проекта образования на примере открытой новой школы, построенной в 2023 году. По плану работы Координационного совета члены Общественной палаты выезжали также и в Намский Улус, осуществляли контроль за эффективностью использования новых объектов с учетом потребностей местного населения в дальнейшем развитии социальной инфраструктуры. С этой работой выезжали Лена Ефремова, Марина Богословская, Сардана Протодьяконов, Александр Емельянов, Алексей Семенов. Также общественники посетили Центр культуры села Апаны, построенный в рамках нацпроекта «Культура», врачебные амбулатории в селах Апаны и Хатас по нацпроекту здравоохранения. Члены Общественной палаты также провели контрольный осмотр объектов, реализуемых в рамках национальных проектов на территории Амгинского Улуса. Осмотрены врачебные амбулатории в селе Битюнцы и система водоснабжения села Амган. В составе контрольной комиссии выехали заместитель председателя палаты Иван Иванович Горохов, председатель комиссии по культуре и СМИ Анастасия Самсонова, директор государственного цирка и член общественной палаты Сергей Расторгуев и председатель ЕРО профсоюз работников жизнеобеспечения, член комиссии Сергей Анисимов. В продолжении темы буквально на днях состоялся круглый стол, посвященный вопросам строительства второго этапа системы водоснабжения в селе Амган. Проект реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Чистая вода». Одним из нововведений в работе палаты считаю создание при общественной палате детской и молодежной общественных палат. Кураторами данного проекта выступили Лена Павловна Ефремова и Василина Павловна Лукина. В рамках нашей деятельности хочу отметить проведение крупного мероприятия по присвоению аэропорту Чульман города Нерюнгри имени выдающегося деятеля, внесшего значительный вклад в развитие региона, в первую очередь, конечно же, Южной Якутии. Оператором в проведении данного важного дела для жителей республики и Нерюнгринского района стала Общественная палата Республики Саха-Якутия. Это был наш первый опыт по присуждению имен выдающихся людей, внесших вклад в развитие Якутии. Такими именами удостаиваются географические объекты по указу президента Российской Федерации. В результате работы наибольшее количество голосов было отдано из 3 кандидатов Гаврилу Иосифовичу Черяеву. Результаты голосования уже направлены в Общественную палату Российской Федерации. Оттуда они уже направлены в правительство Российской Федерации. И мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем ожидать указа президента. И в таком случае имя Гаврила Иосифовича, как основателя города Нерюнгри, навсегда займет свое достойное место в истории Южной Якутии. Общественная палата делает многое для обмена опытом с коллегами из региональных общественных палат. Так, нами инициированы встречи с теми общественными палатами, с которыми у нас имеются определенные договорные отношения. Прошли такие встречи с коллегами из Республики Бурятии, Хабаровского, Приморского краев, Республики Крым,
Курганской, Калужской и Тульской областей. Можно отметить и сказать, что для всех общественных палат те вопросы, которые поднимаются, они фактически одинаковые и злободневны. Ну и мы надеемся, что работа с нашими коллегами будет строиться не только в режиме онлайн, но и в очном формате. Итак, уважаемые участники пленарного заседания, в 2024-2025 годах Общественная палата по-прежнему активно работала в обеспечении участия граждан в обсуждении важных общественных и государственных вопросов. Осуществлялся мониторинг за реализацией государственных программ и национальных проектов, а также контроль за соблюдением прав и свобод человека. С целью развития гражданского общества велась поддержка инициатив, направленных на укрепление гражданского участия в управлении государством. Ради этого проводится гражданский форум, гражданские выходные, и на это нацелена вся наша с вами деятельность. По результатам круглых столов, общественных слушаний, конференций вырабатываются рекомендации и предложения, которые направляются исполнительным органам государственной власти. В первую очередь они касались социальной политики, культуры, образования, здравоохранения. Общественная палата прилагает максимум усилий для установления и поддержания конструктивного диалога между различными социальными группами, культурными и этническими сообществами. Кроме того, повышение уровня правовой, социальной информированности граждан велось через просветительские программы и мероприятия. Ну и, конечно же, эти цели направлены на укрепление демократии, защиты прав граждан и сохранение социальной стабильности как у нас в республике, так и в России. Спасибо за внимание. Спасибо.